Салам алейкум, сильное халкам. Я очень долго думал, записывать такое обращение или нет, потому что, с одной стороны, немножко стыдно, но с другой стороны, я пришел к выводу, что стыдно должно быть вам. Точнее, не всем, но многим, кто смотрит вот это видео. Вот уже 4 месяца функционирует Ногайское народное телевидение Достлар ТВ. Функционирует удачно. За 4 месяца у нас только один раз произошел сбой. То есть это очень круто. И тот сбой был на 5 минут, мы это быстро устранили. Все остальное время 24 часа в сутки. Просто представьте себе, Достлар ТВ крутится, и круглые сутки идет ногайский контент. За 4 месяца команда ребят, вы их именно не знаете, это вам не обязательно знать, работают на благо своего народа. Это действительно истинные патриоты. Что они делают? Они создают для вас ногайский материал, контент. Буду сейчас перечислять, что они для вас сделали за эти 4 месяца. Первое. У нас появились новости. Вы просили новости, дайте нам. Я помню, после запуска через месяц сказали, а вот были бы новости, мы бы смотрели бы. Новости появились. 3 месяца беспрерывно крутятся новости. Еженедельно мы для вас достаем новости всего ногайского мира, всего мира, в том числе других стран, других регионов. Монтируем, записываем дикторский голос и все это показываем вам. Далее. У нас, как и было, уже увеличилось, есть 430 музыкальных роликов, из которых около 100 есть в свободном доступе в интернете. Остальные 300 и более, их нет в интернете. То есть вы их не найдете. Это уникальный материал, который мы сами достали, смонтировали, наложили звук, достали авторов слов и музыки, хотя это тоже очень сложный труд. Все это сделали. Далее, просили, пусть будет обучение ногайскому языку. Достали для вас материалы обучения ногайскому языку. И разговорная речь там есть обучение, и букварь есть, это все есть. Потом сказали, вот бы мультфильмы были на ногайском. Около 20 мультфильмов сейчас постоянно крутятся с переводом на ногайский язык. Там такие уникальные слова, которые я там впервые даже могу слышать. И я их выучил. Например, мультик «Репка» никто не знает. Я знаю, как оно будет ногайски. Узнал из этого мультфильма по названию «Репка». Не буду сейчас говорить это слово. Далее. Поздравления нам сказали. Дайте нам поздравления. Пожалуйста, поздравления тоже у нас появились. Вы можете любого человека вашего поздравить. Стоит там символическая сумма. И посвятить ему любую песню. Потом нам сказали, очень сложно подключиться. Уберите, пожалуйста, электронную почту. Мы сельское население, нету электронной почты. Убрали. 15 тысяч только стоило убрать вот эту одну строку. Представьте, 15 тысяч рублей убрали. Сейчас достаточно ввести имя, номер телефона и придумать пароль. Любой пароль может быть от 1 там, до 6 и все. Какая легкая цифра и все. Придумали, сделали. Все это сделали, приложение появилось. Я многократно рассказывал, какая сумма ушла на создание этого телевидения. Огромная сумма. Сейчас функционирование телевидения, просто чтобы оно стояло на плаву, в месяц тратится 45 тысяч рублей. Это оплата сотрудников, это оплата удаленного компьютера, потому что нам нужен компьютер с беспрерывным доступом в интернет и с электроэнергией, чтобы нам не прерываться. Мы арендуем компьютер аж в Чехии, чтобы вы понимали. Это большая сумма денег. В месяц телевидение сейчас, внимание, сейчас будет ошеломляющая цифра для вас. Из 100 тысяч огромного населения ногайцев, 100 тысяч, да, казалось бы. Как думаете, сколько смотрит наше телевидение? 100 человек. 100 человек ежемесячно смотрит наше телевидение. Это даже не 1%. Это 0,1%. Это настолько стыдная, настолько позорная цифра, я считаю. Потому что, когда не было телевидения, что говорили? Вот мы ногайцы, у нас нет телевидения. Вот бы появилось телевидение. Появилось. Потом начали появляться ваши желания. То хотим, это хотим, то, например, все что угодно. Это все есть. Даже вот вчера была пятница, у нас вчера была проповедь. Хутба у нас вчера была. В том числе ногайских деятелей тоже там иногда присутствует. Часто присутствует, кстати. Аял нагайлар. Минский присоров верим, говорит. Почему вы не подписываетесь? В чем причина? Дорого? Я думаю, это не причина, потому что 149 рублей на фоне вот растущих сейчас цен на все, это настолько вот, уже отсталая цифра считается, такая мелочь, что у каждого в кармане деньги есть. То есть мы специально делали. Я не исключаю, что цена может у нас возрасти до, например, 199 рублей, но я этого очень не хочу делать, очень. Другая причина в чем? Времени у вас нету. Я знаю, сколько вы времени проводите в Инстаграме и ТикТок, просматривая разные смешные видео. Вопросов нет, это ваша жизнь. Но
вы же размахиваете флагами, вы же кричите, мы патриоты. Вы кричите, надо сохранить ногайский язык. У вас на устах одно только слово. Надо, нужно. Надо, нужно. А подписаться, показать своим родителям старые ногайские клипы, которые мы достали, да, наших старых исполнителей. Показать своим детям обучение ногайскому языку, в определенный момент их посадить за смартфон, где они и так времени проводят. Только включить им нужный канал. Почему вы этого не делаете? Вот куда делся патриотизм? Когда мы только начали создавать, очень много человек сказало, давай, мы поддержим, сделай, Даниил. Сделали. Патриоты куда-то попрятались. Где-то их нету, я их не могу найти. Я обращался ко многим бизнесменам, которые отказали мне в спонсорстве, но я знаю, что эти бизнесмены спонсируют другие проекты. Я хочу спросить, а чем достал проект не тот проект, который вы должны спонсировать? Почему вы не хотите оставить свое имя в истории ногайского народа о том, что благодаря вашим усилиям были созданы те же программы обучения ногайскому языку? Мы с удовольствием ваше имя укажем в титре, скажем. Программа сделана, использована, то есть разработана при поддержке такого-то, такого-то мецената. Но это же вам приятно будет. Вы же детям наследие оставите. Но вместо этого вы как-то избегаете этот проект, как-то обходите его стороной. Проект функционирует. Я уже, если раньше говорил, там, год назад о том, что мы хотим сделать телевидение, сегодня я смело могу показать любому человеку приложение, оно у меня в телефоне. Нажимаешь одну кнопку и работает. Ко мне на свадьбе летом подходило огромное количество людей, все спрашивают в один голос: Даниил, как там телевидение? У меня был первый вопрос, всегда я на вопрос отвечал. Я говорю, а ты подключен? Он говорит, нет, как-то не доводилось, как-то времени нету. Но я всем рассказал. Я говорю, всем, кому вы рассказали, вот вашу группу родня, там тоже никто не подключился. Начните с себя. Вы должны начать с себя. Уважаемые патриоты, где вы? Которые выходят часто в Инстаграм, которые учат нас уму-разуму, что ногайц должен быть таким, таким-то. Почему вы не подключены на единственное ногайское телевидение? У нас что, разве есть какой-то выбор, что есть не это телевидение ногайское, а я другое посмотрю, да? Что вы посмотрите? Даже по таким спорным моментам, как флаги и так далее, у нас даже ни одного флага нет на телевидении. Кроме того, как он мелькает где-то в программах, но это уже не я делал. Он может мелькать и красный, и белый, да без разницы каким там размахивают. В самой основе там нет ни флагов, там нет каких-то спорных тем. Все сделано для того, чтобы все ногайцы нас смотрели. Уникальные кадры там, да и астраханских ногайцев, и Карачаево-Черкесия, Ставрополь, Чечня, Дагестан. Уникальные архивы ГТРК этих каналов мы достали, их тоже нет на ютубе, мы их достали, для вас показываем. Неужели вот вы, каждый из вас, почему не хочет начать с себя, меня это очень сильно удивляет. Вот что вы скажете вашему сыну или дочери, когда вырастет, они сейчас разговаривают на русском, это во-первых, да, разговаривают на русском, они вам скажут, а папа, мама, а что вы сделали, чтобы как-то сохранить наш язык? А вы скажете, а я ничего не сделал. Ну вот было телевидение, я даже туда не подключился, ну как-то времени не было. 30 секунд, вчера мы подключились с одной нашей знакомой, 30 секунд заняло подключение до старта, 30 секунд. Придумали огромное количество оплаты там, да, и Сбербанк онлайн, и какие-то карты, и СМС, Apple Pay даже есть. То есть одна кнопка Apple Pay, вы все оплачиваете, или там Google Pay, вы оплачиваете ногайское телевидение. Потом вы сказали, дайте нам, сделайте нам так, чтобы я каждый месяц не оплачивал. Пожалуйста, сделали. Во-первых, есть оплата на 3 месяца и 6 месяцев сразу. Кстати, со скидкой, если кому-то дорого, 149 рублей. Во-вторых, подключен автоплатеж. То есть, даже если вы ничего не делаете, автоплатеж сам будет автоматически с вас списать. Если вы хотите это убрать, там есть галочка, убирайте, и все, он не будет с вас списывать. Но это же удобно. Зачем каждый месяц заходить и опять набирать, опять оплачивать, когда он может беспрерывно работать 24 часа в сутки? А я он ногайлар. Без этого кулак. Вот если вы сейчас не будете инвесторами своего собственного народного телевидения, оно не случайно названо народным, потому что, друзья, оно народное, оно сделано для народа, оно учитывает все народные пожелания. Если вы сейчас не будете спонсорами этого телевидения, оно скоро закроется. Поверьте, я закрою его и пойду по своим делам. Ну, я не пропаду. Но потом в течение 10-20 лет, я вас уверяю, новое ногайское телевидение не появится. Потому что этот архив, во-первых, никому не отдам. Потому что я на него потратил почти 1 000 000 рублей. Почему я его должен разбрасывать?
Проспонсируйте, мы это с удовольствием сделаем. Да, я готов сделать телевидение бесплатным, друзья. Дайте постоянного спонсора, который ежемесячно будет оплачивать телевидение. Давайте сделаем телевидение бесплатно. Скорее всего, этого не будет, потому что таких спонсоров нет. Вчера, последнее скажу, наш брат Альберт Батаргазиев отправил нам энную сумму денег. Альберт, братишка, спасибо тебе, что ты так отнесся к нашему телевидению и помог нам. Уважаемые бизнесмены, возьмите в пример Альберта Батаргазиева, который понимает, что телевидение надо, хотя он вырос вдалеке от ногайского общества, вы это знаете, он вырос в городе Нижневартовске, но он, понимая, помог нам деньгами. Мы с удовольствием это потратим. Помогите нам. Кто не может помочь, просто подключите. Подключите своих родителей. Неужели вам не жалко родителей, которые смотрят Первый канал, да, и хавают вот этот контент российский, который им не нужен, вот этот всякие ток-шоу, когда они могут смотреть ногайские песни, ногайские частушки, спектакли там у нас есть, что угодно у нас есть. Согыр аялного халқы. Иконтлік әрбіріңізге патриот болмай сөзде, патриот болыңыз. Істі, құллықта, етіңіз құллық. Ноға телевидение қосылыңыз, халыққа айтыңыз. Мен ойлаймын, әріңізді қосылсаңыз, бізді бәрісті әрі болар. В голове огромное количество проектов, которые нам хочется дальше реализовать. Это и провести там, да, общеногайцев, супер крутой конкурс «Голос». Это и КВН, это и спортивные мероприятия. Но на все это нужны деньги. Если вы думаете, что я разбогатею от ваших 149 рублей, можете не беспокоиться. Поверьте мне, я миллионером точно не стану. А вот эти деньги, я ни одну копейку в карман себе не кладу. Эти деньги мне нужны для оплаты наших сотрудников, которые день и ночь работают ради нашего телевидения. Поэтому я очень надеюсь, что вы сегодня меня услышите. Возможно, немножко эмоционально было мое выступление, но, как говорится, накипело. Накипело, я решил высказать. И кто-то, если хочет позвонить, набрать, у меня есть номер телефона. Кто-то, если думает, сложно подключиться до Стар ТВ, в шапке профиля нашего инстаграма есть инструкция. Она длится всего лишь 2 минуты, но там подробно написано, рассказано, как подключиться до Стар ТВ. Сау болыңыз, ұйықтатыңызға 12 дақиқа сөйледім мен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Үмітленемін, әрбіріңіз мені естірсті бүгін Достар ТВ қосыларсыз. Бәріңізді шақырамын. Етейік әрі телевидение.